К столетию со дня рождения выдающегося поэта Бориса Чичибабина в библиотеке имени Гаспринского провели мероприятие «Печальники татарского Крыма». 9 января отмечается 100-летний юбилей Бориса Алексеевича Чичибабина. И в рамках вот этого мероприятия библиотека решила провести поэтическую перекличку и прочитать произведения. Придут ценители его творчества, любители поэзии, благодарный крымско-татарский народ. Как неуютно Крыму без татар. Эти слова принадлежат Борису Чичибабину. Он одним из первых возвысил свой голос в защиту изгнанного со своей родины крымско-татарского народа. Его стихотворный протест против бесчеловечного преступления, совершенного сталинским режимом, прозвучал в начале 60-х годов. Это уникальная личность. Борис Алексеевич Чичибабин очень тонко чувствовал душу народа и очень любил Крым. И всем, наверное, каждому крымскому татарину известно его стихотворение, которое называется «Черное пятно». Фактически он его посвятил крымско-татарскому поэту Эшрефу Шемизаде. Но в целом, если смотреть, оно посвящено всему крымско-татарскому народу, оно отражает боль, скорбь этого народа. И все часто повторяют: «Я видел Крым без покрывала» или «Верните родину народу, ее душа осталась в ней». Вот эти строки, они как-то вот более отражаются в сердце каждого крымского татарина. За свои смелые антисоветские стихи Борис Чичибабин подвергся репрессиям. Несколько лет провел в лагерях. В 70-е, 80-е годы для национального движения крымских татар играло большое значение мнение народа, которые жили в Советском Союзе, особенно писатели, таких как Чичибабин. Это человек достойный внимания, достойный уважения. Трагедия, которая произошла с крымско-татарским народом в 1944 году, оно легло черным пятном на наш народ. И как раз вот эти стихи, которые написал Чичибабин, отражают боль и страдания нашего народа. «Крым без крымских татар пустой и ненастоящий», — говорил Борис Чичибабин. Поэт посвятил Крыму целый ряд стихотворений. Вот смотрите, какая красота в его стихотворении, какая образность, какая художественность. Это когда ты читаешь стихотворение, и ты сразу можешь увидеть эти места. Даже те, кто ни разу не был в Судаке, могут его сразу лицезреть. Когда мы устанем от пыли и прозы, пожалуй, поедем в Судак. Какие огромные белые розы там светят в садах. Деревня жаровня, а что там акации, каменья, маслины, осот. Кто станет от солнца степей домогаться надменных красот? Был некогда город алчбы и торговли, со стражей у гордых ворот. Но где его стены, и где его кровли, и где его род? Гости мероприятия, журналисты, писатели, поэты и поклонники творчества Бориса Чичибабина услышали оригинальную запись его голоса из документального фильма «Исповеди поэта», увидели уникальные рукописи, письма, книги с автографом автора, фотографии, личные документы из его архива, переданные в дар крымско-татарской библиотеке его супругой Лилией Карась-Чичибабиной, и ныне хранящиеся в отделе редких книг, рукописных и архивных материалов.